В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С реализацией национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Якутии с каждым годом наращивают объем дорожных работ. Развивается инфраструктура, обеспечивают безопасность движения. Перед стартом активных работ на дорогах региона узнаем актуальную информацию. Гость студии сегодня Анатолий Потапов, заместитель генерального директора Управления автодорог Якутии. Анатолий Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие планы в текущем дорожно-строительном сезоне? Ну, как вы знаете, с 2019 года мы реализуем национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Да? Это по региональным автомобильным дорогам и также вот по городской агломерации город Якутск. Ну, мы работаем по региональным автомобильным дорогам. У нас есть региональный проект, это дорожная сеть, в рамках которого мы на сегодня в этом году должны привести в нормативное состояние 229 километров. До 2024 года мы должны привести 1242 километра в нормативное состояние вот, автомобильных дорог регионального значения, да, всего. И вот 1940 погонных метров мостовых переходов мы должны привести в нормативное состояние. И в этом году на эти мероприятия у нас предусмотрено 3,1 миллиард рублей, да, всего на региональные дороги, и в том числе 2,6 миллиарда рублей это федеральные средства, которые предусмотрены как раз на эти мероприятия. Как идет подготовка к реализации планов? Ну, хочется отметить, что на сегодня у нас 28 объектов, да, и из 28 объектов у нас на сегодня 19 объектов законтрактовано. У нас 7 объектов находятся на торгах сейчас, и 2 объекта у нас по мере завершения вот, разработки проектно-сметной документации мы будем также объявлять аукционы на проведение ремонтных работ. Но хочу сказать, что у нас вот в рамках национального проекта не только мы ремонтом и капремонтом занимаемся, да, это мы занимаемся также реконструкцией автомобильных дорог, а также вот реконструкцией мостовых переходов вот, в рамках национального проекта. И хочу отметить, что мы в этом году работаем по автомобильным дорогам Умнас, Харбалах, Уолбабулунг, Тикси аэропорт, Мюрю, Барагон, Мухтуя. Это очень, ну, география очень большая, ну, расширенная, поэтому я думаю, что во всех почти районах, ну, вот, в том числе арктические районы, да, мы также вот работаем. И хочу сказать, что в этом году вот сезон у нас начинается вот летний период, да, вот с марта месяца мы начинаем уже завозить вот строительные материалы на местах производства. Вот вы перечислили целый ряд объектов и дорог, да, которые вы будете реконструировать и строить. Какие из них самые крупные вы могли бы отметить? По крупным объектам, ну, как мы знаем, в этом году очень значимое событие, да, это столетие как раз Якутской АССР, да. Вот в рамках этих мероприятий мы должны досрочно завершить объект этой реконструкции автодороги на участке с 11 по 18, это 7,2 километра. Как вы знаете, все слышите, видите в сторону вот Исхатын, да, на участке мы должны завершить. И хочется отметить, что в этом году благодаря финансированию из федерального бюджета, это 685 миллионов рублей, дополнительно мы предусмотрели, и за счет этого мы с опережающими темпами завершаем этот объект. Да. На этом объекте у нас ну, довольно крупная компания, которая себя показала не только на региональных, но и на федеральных дорогах. Да. Это дороги Саха. Компания на сегодня работает. И это будет дорога четырехполосная второй категории. Это первая дорога будет, которая является второй категорией в республике. И с полным обустройством уличного освещения, с тротуарами, пешеходными переходами, а также вот автобусными остановками. Ну и, соответственно, дорожными знаками и барьерными ограждениями, которые вот будут разделять на 2 потока, вот четырехполосные. Вот поэтому этот объект
является одним из основных, и мы должны вот в сентябре текущего года сдать этот объект досрочно. И также хочу отметить, что в этом году мы в рамках также совместной работы с федеральным центром Росавтодором мы завершаем объект, это на реконструкцию мостового перехода через Аллах-Юнь, это в Усть-Майском районе, да, который мы начинали в 2019 году, и в этом году мы завершаем. Там у нас работает подрядная организация «Строймост», да, и мы этот объект также завершаем. В июле, в августе мы этот объект сдаем и вводим в эксплуатацию. Также у нас тоже опережающими темпами ведется реконструкция мостового перехода через реку Нюя, это в Ленском районе. Подрядная организация «Хотьковский автомост», который также планирует при дополнительном финансировании из федерального бюджета завершить этот объект в этом году. Это 183 погонных метра составляет длина моста. По Аллах-Юню у нас длина моста составляет 326 погонных метров. То, что я отметил ранее, что 1940 погонных метров мы должны к 2024 году привести в нормативное состояние, поэтому вот эти погонные метры будут давать как раз показатели к 2024 году. И также хочу отметить, что у нас в этом году также ведется реконструкция мостового перехода через реку Менкуле, это автомобильной дороги Яна. Также там работает подрядная организация «Строймост». И в этом году в рамках приведения нормативного состояния мостовых переходов мы начинаем реализацию объектов. Это Томпорук на автомобильной дороге Яна в Тампонском районе и также Чоналыр мостовой переход, это в Мирнинском районе по автомобильной дороге Анабар регионального значения. А какие новые технологии применяются дорожниками сейчас? У нас 3 региональные программы, это дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения. По новым технологиям и наилучшим технологиям у нас также работа ведется с 2019 года. Хочу отметить, что в этом году мы подписали 9 контрактов по автомобильным дорогам Омнас, Мюрю, Олбабулун, Карбалах, где у нас применяются новые технологии, где применены повторное применение переработанного асфальтобетона, применение гофрированных труб и водопропускных труб, и применение объемных сетчатых конструкций для защиты от эрозии и оползней на автомобильных дорогах. И также, как видите, по автомобильной дороге УМНАС у нас применяется технология стабилизации грунтов с применением стабилизаторов. Ну, в любом случае, новые технологии, они повышают безопасность дорожного движения. Что еще делается для обеспечения безопасности на республиканских автодорогах? Хочу отметить, что в рамках региональной программы общесистемные меры развития дорожного хозяйства у нас также мы заключаем контракты жизненного цикла, Это тоже новшество в рамках реализации национального проекта. И ежегодно с 2019 года заключаем контракты жизненного цикла на обустройство уличного освещения. И также с этого года мы хотим заключить контракт жизненного цикла именно на ремонт, капремонт автомобильной дороги. Это считайте, что у нас проектирование, строительно-монтажные работы и содержание этой дороги, ремонтируемого участка. Если подрядчик, мы с подрядчиком заключаем на 3 года, минимальный контракт, это первый год это СМР, и последующие годы он сам содержит это автомобильные дороги, а также объект уличного освещения. Но в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения хочу отметить, что мы в прошлом году на 22,2% у нас было снижение по погибшим, это с 90 погибших до 70 погибших было. Но, к сожалению, в этом году очень много дорожно-транспортных происшествий с погибшими.
Это хочется отметить, потому что вот в рамках обеспечения безопасности дорожного движения в этом году очень много также мероприятий запланировано. Это в первую очередь обустройство уличного освещения, порядка 21,6 километров мы должны обустроить. Это транзитные наши улицы, где проходят наши региональные дороги в населенных пунктах. Да. Это хочу отметить, это село Матта, Мигино-Кангаласский район, вот Бетюнцах, у нас вот Абага, Сулгачи в Амгинском районе, да. И также вот по автомобильной дороге Карбалах мы сдадим объект, это в селе Итыккөл, в селе Чечумах. И также мы вводим в этом году вот село Хатассы, да, уличное освещение, и поселок Сангар в Кобяйском районе. И также вот село Тосу в Вилюйском районе, поэтому тоже очень много районов мы как бы охватываем, да. И также вот порядка 22 тысяч дорожных знаков установим, порядка 20,5 тысяч погонных метров барьерного ограждения и 13 автобусных остановок мы должны в этом году установить. Ну вот, что касается безопасности, на некоторых дорогах республиканского значения появляется фото-видеофиксация. Расскажите вот об этом подробнее. Ну, фото-видеофиксация в последнее время очень показала свою эффективность. Да. В 2017 году все полномочия были переданы нам, ГКУ управления автомобильных дорог. Мы начинали с 53 комплексов, да. На сегодня увеличили комплексы до 154 комплексов. И мы работаем не только на местных, но и на региональных и федеральных дорогах. Но хочется отметить, что к концу прошлого года нам по соглашению с ФКУ Пурдору Вилюй, Лена были переданы комплексы фотофиксации, которые находятся на федеральных автомобильных дорогах. Да? И на сегодня вот мы будем этими комплексами работать, и мобильными, и стационарными, и передвижными комплексами работать на этих дорогах. И хочу отметить, что в рамках вот, регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» мы в этом году планируем установить еще дополнительно 30 комплексов. И все места установок согласованы с ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия и также согласно мест концентрации ДТП и по аварийным опасным участкам. Анатолий Константинович, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейшей успешной работы. Спасибо. А я напомню, это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.